Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 29 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Растет число заболевших COVID-19 в регионе и все чаще выявляют британский штамм коронавируса. Как пройдут майские праздники в Якутии? Лед на реке Лени тает и готовится к вскрытию. Закраины наблюдаются в населенных пунктах Иркутской области. Диктант Победы начался сегодня с Дальнего Востока. Сколько площадок работали в нашем регионе? Расскажем, как прошла акция в Нерюнгри. У православных христиан сегодня Великий Чистый Четверг. Сотрудники администрации Ленска вышли на субботник. Международный день танца отмечается сегодня. В одном из кинотеатров столицы показали киноверсию музыкального хореографического спектакля «Черная лиса». В Якутии растет число заболевших коронавирусом. Все чаще выявляют случаи заражения британским штаммом. Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 95 заболевших, из них в Якутске 56, в Мегино-Кангаласском районе 11, в Жиганском 6, в Татинском 5, в Алданском 4, в Вилюйском и Намском районах по 3, в Кобяйском 2. Еще в 5 районах заболели по 1 человеку. Теперь прививочной кампании по-прежнему в регионе действуют почти 2500 пунктов вакцинации и более 100 мобильных бригад. Из 114,5 тысяч доз вакцины реализовано почти 94%. Первый компонент получили 106,5 тысяч, второй – 62,5 тысячи человек. О резком росте заболеваемости COVID-19 сообщил глава Якутии Айсен Николаев и призвал предпринимателей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом было сказано на заседании Координационного совета по предпринимательству. Требования касаются магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов и других мест скопления людей. По словам руководителя республики, непростая ситуация складывается в Якутске и Мегино-Кангаласском улусе. Негативную тенденцию показывает и Алданский район, где впервые зафиксирован британский штамм COVID-19. В случае выявления британского штамма коронавируса становится больше, подчеркнул Айсен Николаев. При этом глава исключил возможность введения локдауна, как в прошлом году, но потребовал неукоснительного соблюдения действующих мер. В связи со сложной эпидобстановкой майские праздники в традиционном формате в Якутии отменены. Об этом сообщил глава республики на совещании оперативного штаба. Так, празднование 1 и 9 мая в привычном формате в этом году не будет. Майские мероприятия пройдут с максимальным применением дистанционных технологий. Праздничные фейерверки также отменены. При вручении и доставке ветеранам подарков привлекут прошедших вакцинацию волонтеров. Руководству Якутска на родительский день, который в этом году выпадает на 11 мая, поручено обеспечить графики движения общественного транспорта, организовать стоянки для машин и соблюдение дистанцирования на кладбищах. Между тем, в отделении Пенсионного фонда по Якутии рассказали о сроках доставки пенсии в майские выходные дни. Доставка пенсии и иных социальных выплат на дом в улусах начнется с 5-6 мая по графику, 7 мая за 7 и 9 числа, 8 мая за 8 и 10 числа. Пенсионерам в Якутске и его пригородах доставят пенсию за 9 мая раньше, с 6 по 8 число. В кассах отделений почтовой связи пенсию можно получить 5 и 6 мая по графику, 7 мая за 7 и 9 числа, 8 мая за 8 и 10. Мы профинансировали досрочно пенсии за май месяц, которые получают через кредитные учреждения, за 8 и за 10 мая. Это город Якутск и все северные районы. Все те районы, которые получают после 12 мая, пенсия будет зачисляться в соответствии с графиком. Кроме того, с 4 по 7 мая все территориальные органы пенсионного фонда будут работать по обычному режиму. График приема действует как в будние дни.
Получить налоговый вычет можно будет быстрее. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он вступит в силу 21 мая. Так, налогоплательщики, имеющие личный кабинет, на сайте Федеральной налоговой службы смогут получить такие вычеты в 2 раза быстрее и без необходимости направления декларации 3 НДФЛ и пакета подтверждающих документов. Требуемую информацию налоговые органы получат от банков. Следует отметить, что новый упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов посредством подачи деклараций. В личном кабинете можно зарегистрироваться несколькими способами. Первое – это получить регистрационную карту и пароль в любом налоговом органе. При этом полученный пароль необходимо будет в течение месяца поменять. Те граждане, которые имеют доступ к порталу госуслуг, то есть имеют пароль от госуслуг, могут с помощью данного пароля войти в наш личный кабинет на нашем официальном сайте. Подтвердить учетную запись граждане могут как в отделениях МФЦ, Почта России, также через онлайн-приложение банков. Закраины на льду наблюдаются на реке Лени в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Госком-ОБЖ региона. Так, у поселка Жигалово наблюдается ледовстав с полыньями. Лед тает. У города Усть-Кут закраины. У Киринска ледостав и вода на льду, говорится в сообщении. Тем временем в Якутии продолжаются превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Лена и Колыма. А уже завтра по маршруту Якутск-Нижний Бестях начнут курсировать скоростные суда Ленатурфлота. В паводковый сезон будет действовать социальный тариф – 1000 рублей, а во время навигации – 500 рублей. Предусмотрена 20% скидка для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, труда, пенсионеров, участников боевых действий и многодетных семей. Действует программа лояльности «Свои» от Алмаз-РГН-банка. В Якутске продолжаются работы по откачке воды. Ежедневно талую воду с проезжей части непрерывно вывозят 10 ассенизаторских машин жилкомсервиса. По мере необходимости количество техники могут увеличить до 24. Всего убрано 13 кубометров талой воды. На самых проблемных улицах установлены водоотводные лотки. Отметим, на скопление талых вод внутри дворов должны реагировать управляющие компании. Если затоплена внутри квартальная зона, ответственность возлагается на территориальный орган управления. За основные улицы Якутска отвечает служба эксплуатации городского хозяйства. Лотки у нас уже в работе, через них уже идет талая вода. В принципе, вот они со своей задачей справляются. Помимо этого, по центральным улицам мы привлекли муниципальное предприятие МУП «Жилкомсервис» по откачке центральных улиц или улиц, где у нас курсируют маршрутные автобусы. Также у нас по внутриквартальным территориям территориальный орган управления города Якутска привлекает подрядные организации на откачку. У них также задействованы порядка 13 ассенизационных машин и больше 60 помп у них в эксплуатации. Министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Попов сегодня оценил ход начавшихся работ по капитальному ремонту 2 домов в Якутске по улице Автодорожная 40/6 и 40/7. Всего отремонтируют 446 домов. Общая сумма запланированных работ более 3 миллиардов рублей. Работы в 2 домах по Автодорожной уже начались. Определен и генеральный подрядчик, частная фирма «Сахастройсервис». До конца сентября в 2 домах планируется покраска балконов, облицовка цоколя. Кроме того, обшиваются фасады зданий. Как отметил министр, эти работы являются экспериментальными, и эффект от их применения уже будет виден в предстоящий отопительный сезон. Мы предполагаем, что в отопительный сезон 2021-2022 жители этих домов должны почувствовать экономию средств, которые не оплачивают за потребленные коммунальные ресурсы. Это касается тех ресурсов, которые уходят, по сути своей, на общедомовые нужды. Данная технология, еще раз повторю, применяется впервые в городе Якутске. Цвет и цветовая гамма этих панелей согласовывалась с управлением архитектуры города Якутска. При положительном, так скажем, опыте использования данных конструктивных элементов данные виды работ будут тиражироваться по территории республики.
В окружной администрации Якутска торжественно вручили свидетельство на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Полученные средства семьи могут вложить в строительство жилого дома. Также с помощью выплаты можно получить субсидию на покупку жилой недвижимости. При этом возвращать средства не нужно. Эта госпрограмма направлена на оказание помощи для обеспечения жильем молодых семей. Всего в столице в сводном списке претендентов на получение выплат по данной программе состоят 356 семей. Мы сегодня выдали 30 семьям сертификаты на социальные выплаты на покупку жилья. Это может быть либо покупка квартиры, либо строительство индивидуального жилищного дома. Общая сумма денег в этом году выделенных порядка 61 миллиона. В целом нужно сказать, что для молодых семей это очень важный шаг. В тех сертификатах, которые я выдавал, в основном были многодетные семьи. Мне отрадно то, что в нашем государстве сегодня есть такая возможность поддерживать молодых семей при покупке жилья. Для многих из них это первое жилье, что немаловажно. Капсула времени в формате видеоинтервью. Национальная библиотека при поддержке Госсобрания Илтумен презентовала проект под названием «100 интервью о будущем Якутии». Его цель в преддверии празднования столетия якутской автономии – сформировать коллективное видение будущего, вдохновившись произведением «Великий столетний план» одного из основателей республики Платона Аюнского. С ноября прошлого года писатели, философы, ученые, экономисты, общественные и государственные деятели в формате видеоинтервью размышляют о будущем народа и республики, о том, каким будет мир через 100 лет. Собранные материалы на 2 государственных языках республики представят широкому кругу пользователей на портале 100interview.rf. И сегодня мы стартуем, презентуем наш сайт, на который уже загружено 20 видеоинтервью. А далее в течение года мы собираемся завершить этот проект, съемки видеоинтервью, и собираемся также выпустить электронную книгу на основе видеоинтервью. Помимо этого, уже с осени следующего года каждый житель республики, может быть, страны, может оставить свое послание будущим поколениям, которые будут проживать через 100 лет. В Мирном учащиеся первой школы уже на протяжении нескольких лет являются участниками экологических движений. Подробнее о «Зеленых пионерах» и их деятельности узнавала Марферина Алексеева. Отряд «Зеленых пионеров» существует в школе с 2016 года. Идея привлечь ребят в ряды крупнейшего экологического движения принадлежит Татьяне Викторовне, учительнице начальных классов. Уже 2-му выпуску преподаватель прививает любовь к природе. Формирование, конечно, такого бережного, уважительного отношения к окружающей среде – это природа, потому что мы зависим от природы, наша жизнь. Первое – это у нас экологические акции, убираем мусор, дальше посадка. 21 мая – это день посадки леса. И садим саженцы, кустарники не только возле школы, но и по городу. Активное участие в деятельности класса принимают родители. Во время каждых сезонных каникул родители организуют выезды в парк «Живые алмазы Якутии», где ребята проводят исследовательскую работу, кормят и общаются с животными. А в прошлом году сотрудники парка построили учащимся теплицу. Ребята уже взращивают рассаду, в дальнейшем снова поместят ростки в теплицу. Выращиваем огурцы, помидоры, перец. Дальше цветами занимаемся, благоустройство. И, конечно, исследовательская работа по выявлению лекарственных трав. Радует, что программа объединения отзывается в ребятах не только словом, но и делом. Когда я гуляю с собакой, я всегда вижу мусор или что оставляют собаки. Я могу взять целлофановый пакетик, или просто пакет убрать руками. То есть я хочу помочь природе и сама я убираю за своей собакой, чтобы не мешать почве расти. Как оказалось, помимо «Зеленых пионеров», в первой школе также есть юные экологи движения 4 Б-класс. Сейчас мы находимся в их классе и рассматриваем такой интересный проект. Арина, расскажи, пожалуйста, что за проект, что за сумка у тебя в руках? Эта сумка создана для того, чтобы не загрязнять природу. Она живет очень долго, и если она порвется, ее можно зашить. А если обычные пакеты, которые могут загрязнять природу, они дают вред.
Юные экологи – это молодое движение параллельного 4 Б-класса. В прошлом году Кюней Иннокентьевна начала активно воспитывать в своих учениках экоответственность. Помимо участия в различных конференциях, ребята собирают батарейки, крышки, шьют эко-сумки и действительно пользуются ими. Эту коробку мы сделали для того, чтобы собирать батарейки и пластиковые крышки. После этого мы сдадим их в Челябинск на переработку. Один раз мы уже сдавали батарейки, у нас получилось 7,5 килограмм, это около 300 штук. Мы юные экологи, нам нравится это делать. В следующем месяце, когда учащиеся будут снова озеленять улицы города, ряды зеленых пионеров пополнятся новыми ребятами. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Диктант Победы проходит сегодня на 16 тысячах площадок в 80 странах мира. Первыми участниками акции стали жители Дальнего Востока, которые начали отвечать на вопросы в 9 часов утра по московскому времени. Лидером по количеству площадок стала наша республика, их в Якутии – 515. Об участниках из Нерюнгринского района расскажет Екатерина Павлова. Уважаемые участники диктанта, сегодня вы будете выполнять задание Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. В Нерюнгринском районе написать диктант Победы можно было на одной из 7 площадок. Ими были выбраны школы района от города Нерюнгри до поселка Хани. Участниками акции стали более 500 нерюнгринцев. Акцию поддержали силовые ведомства, чтобы получить независимую оценку своих знаний об исторических событиях. Кроме того, большую заинтересованность в написании диктанта проявили школьники. Это позволило им проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Я пришел сюда сам. На мой взгляд, это очень важная часть нашей истории. Это день, который изменил Россию довольно сильно. Он изменил весь мир. Я в первый раз участвую. Для меня задание средней сложности. Я интересуюсь историей, но не в таком ключе, чтобы знать мелкие детали, которые упоминаются там. Поднять дух патриотизма определенно. Это главная цель, я считаю. 25 вопросов о ключевых событиях войны и ее героях. Участники получат сертификаты участия в диктанте Победы, а лучшие – диплом финалистов. Победители получат право принять участие в Параде Победы. Выпускники будут иметь ряд преференций при поступлении в вузы по усмотрению образовательной организации. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Администрация Ленска вышла на очередной субботник. Теплый солнечный день посодействовал наводящим порядок. В преддверии светлого праздника Пасхи городские власти предложили всем предприятиям города поддержать их инициативу, но откликнулись далеко не все. Сами же специалисты городской администрации, вооружившись лопатами, метлами, ведрами и мешками для мусора, в первую очередь решили привести в порядок излюбленное место отдыха ленчан – площадь Ленина. Заодно и убрали на детской площадке, находящейся рядом. Несмотря на то, что это центр города, мусора здесь предостаточно. Коллектив администрации трудился около 2 часов. Общими усилиями убрана сухая трава, мусор, выметена дочисто площадь и пешеходные дорожки. Мешков с мусором собрали много. После их вывезли на специальной технике. Мы решили здесь убраться. Очень много мусора было, даже иглы валялись какие-то. Все убрали, собрали. Сейчас вот уже заканчиваем. Мешки полные. Теперь будет чисто. Можно было бы весь город убрать, если бы все люди вышли на субботники вот такие. Делали бы себе там по часику хотя бы, выделяли. У православных христиан сегодня Великий Чистый Четверг. Весь день в Преображенской церкви прихожане слушали божественную литургию и долгую вечернюю службу. О чинопоследовании, истории и традициях этого дня в материале Виктории Федоровой. Уникальное событие 4-го дня Страстной недели – это чин омовения ног. Во время божественной литургии вспоминают евангельские события, произошедшие в четверг. Первое и главное из которых – это омовение Христом ног своим ученикам. Почитая это событие, владыка Роман омывает ноги 12 священникам. Такое чинопоследование означает смирение Христа, его любви и уважение к своим помощникам. Но это еще очень назидательно для каждого из нас, чтобы мы все помнили, что многие из нас трудятся на каких-то ответственных, может быть, должностях. Да? У нас наверняка у многих есть подчиненные, может быть, кто-то из нас глава семейства. Да? И мы должны помнить, что мы не просто должны являть свою власть, свой авторитет, но мы должны служить людям, которые рядом с нами.
Великий четверг не случайно называют чистым. С одной стороны, это день духовного очищения. Именно в этот день все стараются исповедаться и причаститься. Ну, а с другой стороны, имеется в виду и бытовая сторона жизни. Накануне великого праздника Пасхи пеку куличи обязательно ежегодно перед Пасхой. Но, правда, у меня не получается освещать, я сама освещаюсь, просто свечками из церкви. Вот. Ну, раздаю всем знакомым, родным, потому что уже все ждут моих куличей. Самое главное всем людям, чтобы были здоровы, чтобы скорее отошел от нас ковид, потому что это очень сложный такой период. Принято убираться дома, светить куличи, готовиться к светлому празднику Воскресения Христовому. Чтобы тьма закончилась и был свет, чтобы каждый человек был в вечной жизни. Это последняя неделя Великого Поста, после которой 2 мая следует один из главных христианских праздников – Пасха. Виктория Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца. Этот праздник начали отмечать еще в 1982 году. Сегодня в рамках республиканской акции «Искусство для всех» в одном из кинотеатров столицы прошел показ киноверсии музыкального хореографического спектакля «Черная лиса». Вместе со зрителями постановку увидел и Алексей Лукьяненко. Музыкальный хореографический спектакль «Притча. Черная лиса» по мотивам одноименного произведения Сергея Зверева «Каилула» был поставлен творческим коллективом Национального театра танца в 2020 году. В связи с пандемией его премьера состоялась на YouTube-канале, и уже после пришла идея снять полноценное кино. Я в спектакле «Черная лиса» исполнила роль дочери Салбантай, очень высокомерной, коварной, капризной, хитрой девушки. Признаюсь честно, у меня до этого никогда не было подобных ролей. В основном это были очень светлые, нежные роли. Танцевать отрицательного героя для меня было очень необычно и увлекательно. Как рассказала хореограф-постановщик Светлана Прокопьевна, данный киноспектакль смотрят во многих районах республики. Мы очень хотим, чтобы зрители, как можно больше зрителей посмотрели один из видов театрального искусства – танцевальные спектакли. Немножко коронавирус помешал, но тем не менее во многих районах сегодня смотрят наш спектакль. Целью спектакля является заставить людей задуматься о том, к чему приводит бездумная погоня за деньгами. По словам режиссера-постановщика Костаса Марсана, идея снять киноспектакль пришла неожиданно. Это для него первый, но многообещающий опыт. Я раньше никогда с танцем не был связан, да, для меня это тоже новое открытие, но при этом мне очень понравилось в плане того, что танец дает совершенно иное восприятие. Мы решили сделать видеоверсию и выпустить онлайн для самого широкого зрителя. И, в принципе, с 5 камер сняли по всем законам кинематографа, с крупными планами, с деталями. И то, что оно сразу увидело свет в таком виде, оно, наверное, все-таки открывает какие-то новые возможности театра. По словам творческого коллектива, на достигнутом останавливаться не собираются. Впереди еще много работы. Музыкальный хореографический спектакль «Черная лиса», исходя из эпидемиологической ситуации, покажут на большой сцене театра. Алексей Лукьяненко, Павел Пахомов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах и оставайтесь с нами.